парламенте состоялся круглый стол на тему Конституции Республики Абхазия 1994 года «История, современность, перспективы». В нем приняли участие депутаты первого созыва Народного собрания. Уважаемые гости и коллеги, поздравляю вас с Днем Конституции Республики Абхазия, 30-летием ее принятия Верховным Советом Республики Абхазия. Это поистине исторический день для нашего государства, ставший важнейшим этапом в его становлении. Мы очень высоко ценим работу каждого, кто принимал непосредственное участие в работе над Конституцией, которая была разработана и принята депутатами под председательством Владислава Григорьевича Арцинова. Это был коллективный труд, который предопределил основы современной абхазской государственности. В соответствии с утвержденной Конституцией, 12-й созыв Верховного Совета Республики Абхазия сегодня является первым созывом Народного собрания парламента Республики Абхазия. Многие из депутатов первого парламентского созыва присутствуют сегодня в этом зале. Уважаемые коллеги, приветствую вас от имени депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва и благодарю за возможность встретиться с вами на площадке нашего круглого стола, который называется «Конституция Республики Абхазия 1994 года. История, современность, перспективы». Ваш вклад в становление и развитие абхазской государственности имеет для нас всех огромное значение. Принятие Конституции было вызвано необходимостью закрепить результаты победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и заявить о себе на международном уровне как о суверенном государстве. В дальнейшем, 3 октября 1999 года Конституция Республики Абхазия была одобрена всенародным референдумом, по итогам которого 12 октября 1999 года президентом и парламентом был принят и подписан акт о государственной независимости Республики Абхазия. За минувшие годы в Конституцию Республики Абхазия внесен ряд поправок, которые имеют важное значение для укрепления основ конституционного строя. За годы действия Конституции произошло судьбоносное для нас событие. Республика Абхазия была официально признана Российской Федерацией и рядом других стран. И сегодня Республика Абхазия, основываясь на своей Конституции, развивает межгосударственные отношения с другими странами. В современных условиях основной закон страны требует изменений, и парламент ведет работу в этом направлении. Мы должны выработать ориентир, указывающий нам на важность сохранения и передачи традиций будущим поколениям. Дискуссии на эту тему должны выстраиваться на основе глубокого анализа всей совокупности фактов. От того, способны ли политические деятели и профессиональные эксперты сформулировать единое видение будущего, зависит и будущее нашей страны. Точкой опоры для этого должна стать Конституция, отвечающая потребностям сегодняшнего дня. Очень надеемся на то, что наша сегодняшняя встреча станет площадкой и отправной точкой для обмена знаниями и идеями в этом направлении. Еще раз добро пожаловать, очень рады вас приветствовать. 30 лет, конечно, срок большой, но с исторической точки зрения это может быть отправной точкой для развития государства, для становления современного, цивилизованного, справедливого государства. Конституционный суд Республики Абхазия подготовил к такой знаменательной дате ряд интересных мероприятий. Конституционный суд планировал и провел первую абхазскую юридическую неделю. В рамках этой юридической недели прошли встречи с депутатами 12-го созыва парламента, который принимал Конституцию Республики Абхазия. Подготовили юбилейный вестник, в котором опубликовали наиболее значимые моменты, которые были запечатлены в фотографиях, и плюс еще очень большой интерес вызывает у всех статьи о создании, о принятии нашей Конституции. Конституционный суд инициировал 2 мероприятия. Одно – это международную научно-практическую конференцию «Конституция. 30 лет. Итоги, перспективы и вызовы», и в которой принимали участие абхазские ученые, административисты, конституционалисты, в котором принимало участие наше молодое научное сообщество, аспиранты, молодые ученые и студенты Абхазского университета.
была такая коллаборация научной и образовательной сферы. Все это инициировал Конституционный суд, и плюс еще в рамках вчерашней третьей международной конференции «Публичная власть. Проблемы формирования и функционирования», в которую, в принципе, мы вместили и всю триаду ветвей власти, и все возможные государственные органы, их развития и становления, на которое приехали и выступили блестящие российские коллеги-ученые и коллеги из Южной Осетии. Программа была очень масштабная, должно было приехать 12 ректоров юридических вузов, Конституционный суд России был представлен, Приднестровья, Сербии, Иордании, Сирии, Турции, в силу общественно-политической ситуации, там рекомендаций МИДа России очень многим запретили выезд, но тем не менее это наш праздник, и мы его провели очень достойно, и мне кажется, с этой точки зрения отметили. В чем важность тех мероприятий, которые мы проводили? Самое главное – это, наверное, предоставить площадку, именно научную площадку, на которой можно обсуждать наиболее острые социально-политические вопросы, когда каждый может сказать и предложить, не просто там покритиковать, а именно предложить возможности развития, реформирования, какие он видит и какие считает наиболее важными и приемлемыми. И плюс это, конечно, совместная работа ученых Республики Абхазия. Это возможность, наверное, так же, как и круглые столы сегодняшние, высказать то, что наболело и о чем думает наше гражданское общество, и каждый профессионал. В силу этого мне хотелось бы сказать, что такой темой, которую вчера я вынесла в рассмотрение, и я готовила выступление академично, научно, хотелось рассказать, какие есть веяния в мире в свете сравнительно-правовой характеристики, какие есть возможности у других стран, какие мы можем использовать. Но потом подумала и решила, что, наверное, будет интересно, по крайней мере, мне на тот момент, что сказать о той ключевой идее, которая, наверное, бы всех могла объединить. Это в первую очередь мне вот в таком формате подготовила. Это тема доверия как развитие стабильности общества. Доверие, конечно, как правовая категория есть в гражданско-правовом кодексе, но тем не менее доверие как элемент гражданского общества, доверие каждого человека к своему государству, доверие к деятельности государственных органов и доверие друг к другу, наверное, это то, на чем может строиться развитие своего государства. И это касается не только нас, это касается всего мира, ведь сейчас и геополитические процессы довольно сложные, и доверие не только на межличностном или внутригосударственном, но и даже на межгосударственном уровне это сейчас приобретает абсолютно важное и, мне кажется, очень перспективное направление. И самое, наверное, такое главное, что во всех этих мероприятиях активное участие принимала молодежь. Это и молодые аспиранты, и молодые ученые, и студенты 2-го, 3-го, 4-го курса юридического факультета. И я надеюсь, они поняли, что их ответственность – это их образование, учеба, наука, гражданская позиция, но в первую очередь им надо учиться, чтобы быть потом гражданами, профессионалами в этой стране. Я еще раз поздравляю всех с этим праздником. Я надеюсь, что новая веха с 30-летием Конституции будет период стабильности, благополучия и мира на нашей земле. Прежде чем я перейду к главным гостям сегодняшнего дня, я хочу назвать людей из первого созыва парламента, которые сегодня присутствуют в этом зале. Это Джинжоля Сократ Рачевич, Варче Валерий Еремеевич, Доменя Олег Несторович,
Гурджуа Валерий Тебович и Пилья Давид Чичевич. Это депутаты первого созыва. Также присутствуют все экс-спикеры, кроме Валерия Рамшуховича Бганба. Сейчас у него снова полная рабочая загрузка, поэтому, по всей видимости, он не смог был. Также в зале присутствует экс-спикер Ашубан Нукзар Нурьевич. Добро пожаловать. Мы рады вас приветствовать. Что касается самих воспоминаний о том, что было тогда, ну, знаете, 30 лет прошло, многое, конечно, стирается из памяти, детали уходят, забываются. И, к сожалению, бывает так, что воспоминания превращаются, знаете, в творческую интерпретацию. Чтобы этого не произошло, я тут консультировался со всеми, и сегодня отсутствует Эмма Отаровна Авицба, освежила память. У нее сохранились копии всех документов, которые связаны вот с принятием, с подготовкой и принятием Конституции. Кроме того, еще многое другое у нее есть, но сегодня речь идет о Конституции. Первая Конституция, первая, так сказать, комиссия по Конституции, Конституционная комиссия Владиславом Григорьевичем была создана еще в апреле 1992 года. Вот. Но, как вы знаете, потом последовали события, которые помешали реализовать это. Но работа над Конституцией многими людьми проводилась. И вот ко времени создания второй комиссии конституционной, которая должна была из тех вариантов, которые были, выбрать что-то и продолжить работу над ней, была создана в декабре 1993 года. Это уже послевоенный период. И к этому времени у нас было официальных два проекта. Проект Юрия Тареловича Квициния, который был руководителем аппарата парламента, и второй – это Зураба Ачба. Вот эти два документа были. И третий документ создавался в недрах самого парламента в отделе экономики и права, который возглавляла Эмма Отаровна. Конкретно над ней работал Абба Астамур. Значит, вот эти три документа, над которыми начали работу. И вот комиссия, вторая комиссия, она отобрала за основу, взяла вот этот документ, который разрабатывался в аппарате парламента. Это автор ее фактически являлся Абба. Ну и весь, конечно, аппарат работал над ним. Вот и работа продолжалась с учетом, конечно, тех предложений, которые были в других. По два, по три, значит, каких-то пункта статей были взяты из Конституции Зураба Ачба, из проекта Конституции Юрия Тареловича. И была создана та комиссия, та Конституция, которая сегодня вот с изменениями до сих пор действует. Принятие этой Конституции проходило, конечно, в сложных условиях. Вы знаете, но если вот говорить с самого начала, парламент был избран в сентябре 1992 года, в сентябре, а он приступил к работе только в январе. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, и только где-то во второй половине сентября мы могли собрать первое заседание. Но нужно представить себе контекст того периода, вот те события, которые происходили на территории Абхазии. Это политическая борьба, это страшное, так сказать. Ну, в общем, тогда грузинский шовинизм поднялся во весь свой рост, и страна шла к войне, это чувствовалось, так сказать, разделение было общества такое радикальное. Ну и последовали дальше события. И поэтому только в январе смогли, значит, собраться и начать свою работу. И Конституция, она вот 26 ноября она была принята, и тоже в обстановке весьма сложной. Надо учесть тогда международную ситуацию. Мы проходили переговоры между Грузией и Абхазией под эгидой Организации Объединенных Наций, и все страны, которые, я уже не говорю только о друзьях Грузии, но и все, кто соприкасался с нами в какой-то степени, все были против. Мы не скрывали, что идем к принятию Конституции.
Вот, они, конечно, были против, считали, что провалится. Кстати, и у нас у самих были разные настроения. У нас были люди, которые... Был человек, который официально даже заявил, что принятие Конституции приостановит переговорный процесс. Ничего этого не произошло, потому что все были заинтересованы в проведении этих переговоров. Грузинская сторона не менее нас, она была заинтересована в этом, хотя цели другие ставила. Ну и дальше продолжались, дальше вы знаете, что происходило. Вот что связано с принятием этой Конституции. Что касается последующего периода, то благодаря этой Конституции вообще-то мы переходили из одной экономической формации совершенно в другую. Период был такой, знаете, переломный. Это вот у Олега Несторовича есть на эту книгу, которую он написал, там подробно все это описано. Вы знаете, конечно, мы из одной экономической формации, из социализма, переступали в капитализм, так называемую рыночную экономику. И этот процесс, и это совпало с созданием нашего государства, для нас, мы сами создали его, и, конечно, этой Конституции. Поэтому Конституция должна была отразить в себе вот это все новое, которое, так сказать. Поэтому вот сегодня, когда перечитываешь ее, просматриваешь, мне кажется, что я вот даже не могу себе представить, каким образом удалось все-таки создать такую Конституцию, которая как бы отвечала времени, отвечала тому грядущему даже времени. Ну и произошло разделение властей, ветвей власти. Это было самое важное, потому что у нас в советское время Верховный Совет, он был един, как бы в нем и исполнительная власть была, он и создавал законы, и он сам исполнитель был. Вот это все поменялось. И с 26 ноября процесс этого строительства начался, и не было у нас перерыва и возможности отдышаться и что-то такое. Надо было все быстро делать. И вот происходило быстро. Были, конечно, ошибки, были недостатки, но в главном, значит, мы, как бы сказать, смогли достичь той цели, которая она служит, эта Конституция и сегодня. Говорят, что ее нужно подремонтировать, согласен с этим, время идет. Разговор о внесении изменений начался в 1994 году, мы приняли, в 1995 году начался этот разговор, через год буквально, так сказать. Но когда практически начинаешь над ней работать, вот там ощущаешь, значит, всю сложность работы над этой Конституцией. Поэтому я думаю, что не спеша, здесь, знаете, вот в авральном порядке, просто, это мои опасения, в авральном порядке с Конституцией работать нельзя. Должно быть время, должны быть специалисты, которые работают. Конечно, и политики должны работать над ней, но прежде всего специалисты, юристы, которые понимают все тонкости. Ведь Конституция, она как бы потом все щупальца через все законы, так сказать, и вот таким образом она осуществляет вот эту свою работу в жизни. Все надо учитывать. Я просто один момент хочу сказать. В этой Конституции новый проект, который вы обсуждаете, я слышал, я сам не читал ее всю, честно говоря, но слышал, значит, о том, что упраздняется кабинет министров. Да, ну, с одной стороны, конечно, кабинет министров упразднить, это значит создать там прямые связи и прочее, но мы ведь речь ведем о том, чтобы передать от президента парламенту какие-то полномочия, больше полномочий для того, чтобы, значит, ну, как-то работа шла бы лучше, и Конституция, так сказать, она как бы должна способствовать этому. Но дело в том, что если мы устраним коллегиальный орган, каков механизм принятия решений самим президентом? Не получится так, что, я, извините, грубо так скажу, значит, какой-то министр, достойные они все, ну, подсказал что-то ему, значит, посоветовал. Он потом пришел домой, дома посоветовался. И поскольку он вправе принимать решение самостоятельно, он принял решение. Насколько это будет проверено, насколько это будет
изучено, обсуждено со всех сторон. Не получится так, что мы из президента сделаем царя. Такие опасения, наверное, и у вас есть. Надо внимательно посмотреть. Есть разные конституции в разных странах, но там есть механизмы, которые, так сказать, если, предположим, такого совещательного органа нет, как Кабинет министров в Соединенных Штатах, вот в том виде, в каком, так сказать, у нас существовал, но там есть совещательные органы другие, где президент никогда не принимает самостоятельно решения. Ну, а мы видим, что и без президента там могут приниматься решения, потому что там есть органы, которые... Ну, это я просто, так сказать, сказал свое мнение по одному вопросу. Поскольку и время не позволяет дальше, позвольте мне еще раз поблагодарить, поздравить всех вас с 30-летием Конституции и пожелать здоровья, счастья, благополучия. И самое главное, чтобы вот этот кризис, в котором мы сейчас находимся, чтобы он спокойно, так сказать, мы достойно прошли вот этот период, мы достойно вышли из него. Спасибо всем, кто участвовал, кто принимал участие в этих переговорах. Многие болели. И мне кажется, что выход был найден замечательный. Как вот, мне кажется, что только мы можем так вот выходить. Я извиняюсь, хочу гордиться тем, что выход мы всегда находим. И он не всегда оказывается в конституционном русле, но потом все возвращается в конституционное русло. И сегодня в этом русле конституционном спокойно, тихо довести, значит, ситуацию до выборов. Роль парламента чрезвычайно высока в этот период сейчас, чрезвычайно, как никогда. Это единственный орган, легитимный со всех сторон, так сказать, и орган, к которому прислушивается, это коллективный разум нашего государства. И от вас, всех присутствующих здесь и не присутствующих, от всего парламента, вот зависит, как мы дойдем до этих выборов. Я пожелаю вам успехов в этом. Конституция айра тарах тсду аюдра зухна нухака хасабла аюдра ахазглот нагнаги усигалота гургансоп шамшила ниат хавайла шамшила финайза хава аг хакомашни ахцо хабсазараш конституция хацныко хазагон квартытныко апсора хацныко адахача умца Агирах Сакрат Рачевич подробно рассказал основные вехи создания, возникновения этой Конституции. Я хочу сказать, что Конституция рождалась не с чистого листа. До принятия Конституции еще 11 созыв Верховного Совета принял очень основополагающие решения о государственном суверенитете Абхазии в 90-м году и о гарантиях, о правовых гарантиях защиты государственного суверенитета Абхазии. Это очень было важно. К принятию подобных решений нас подталкивали наши соседи, грузинские депутаты, и вообще события в Грузии, в Абхазии. Здесь вы молодые, это не помните, но очень была серьезная ситуация тогда еще. 90-е годы, 80-е годы. И вот Грузия перешла уже перед распадом СССР к Конституции 21 года, где нас вообще не было, и никаким образом эта Конституция нас не связывала с Грузией. Вот. И мы приняли решение еще в 91 году после сформирования нашего Верховного Совета вернуться к Конституции 26 года, да? И вот так постепенно зарождалась мысль о создании Конституции. Конституции, которая подытаживала пройденный в прошлом исторический этап и то, что происходило уже при нас. Ну, Зураб, царство ему небесное, великолепный оратор, великолепный юрист, он начал собирать материалы.
естественно, кто как мог, ему помогали, подбрасывали материалы и так далее. Ну, что такое Конституция, мне не объяснят, вы это все знаете. Если что-то сегодня у нас не получается, это, я думаю, что не Конституция виновата в этом, а мы сами виноваты, те, которые должны жить по Конституции, по нашим законам. Каждое нарушение закона или Конституции обычно кончается очень нехорошими событиями, волнениями и так далее. Не все на самом деле очень просто было. Каждая статья этой Конституции на стадии уже восприятия вызывала очень много споров. Тогда мы сидели там, где сейчас Абхазский институт. Вот. Особенно разгорелся спор по поводу полномочий президента. И тогда было ясно, что слишком серьезные полномочия у президента. Но ситуация была такая после войны, что это как-то воспринималось нормально. Но иногда и переборы были, естественно. Вот. Наше, значит, предпоследнее заседание, я не помню, это в шутку, не в шутку, а на самом деле так было. Был пункт после президентских полномочий, вот эта статья касается, значит, о том, что все статьи вот этого вот раздела без проведения референдума невозможно было трогать вообще. Ну, вокруг этого разгорелся спор, спорили долго, и однажды уже в самый разгар спора, где-то там в конце сидел наш депутат, коллега Ашхацава, да, Владимир Владимирович. Он говорит: Шанкл, это царь, видите. На самом деле царские полномочия, да. И сегодня, сами вы это знаете, на себя испытываете, и народ тоже, значит, стоит вопрос о распределении полномочий, о равновесии полномочий всех ветвей власти и так далее. Это, конечно, очень серьезно и необходимо этим заняться серьезно. Особенно когда между уходящим президентом и приходящим. Это самый удобный момент принятия решения. Пожалуй, сегодняшняя наша встреча в моей жизни первый случай, когда вот так тепло принимают в парламенте и создают условия для непринужденного общения. Еще раз большое вам спасибо. Конечно, что и говорит, Конституция играет экзистенциально значимую роль. Переоценить ее вряд ли возможно. Потому принятие этой Конституции, по моему глубокому убеждению, это вторая победа уже не на поле боя, а на поле политической держбы. Она закрепила не только нашу победу в войне с Грузией, она закрепила наш суверенитет. Не случайно накануне принятия Конституции, уже 4 апреля 1994 года, появляется документ Организации Объединенных Наций. В документе сказано о том, что Абхазия и Грузия могут создать общее государство. Но в то же время, значит, строкой ниже говорится о том, что каждая из них может создать и свое государство. Это, пожалуй, еще раз повторяю, не только закрепляло нашу победу, но Конституция эта, принятая Конституция и принятая Организацией Объединенных Наций лишал грузинское руководство всякие политические спекуляции, которые она себе позволяла. Грузия воевала и все время говорила, и по сей день повторяет, говорит о том, что она борется за восстановление своей территориальной целостности. И международное сообщество этот стереотип давно принял. И до сих пор это тоже наблюдается, но тем не менее, у нас сегодня есть серьезный аргумент о том, что мы суверенное государство. В то время,
когда Конституция принималась, мы находились на пороге лишения всяких правовых полномочий. Мы могли оказаться вообще самозванцами. А потому Конституцию, я еще раз повторяю, переоценить невозможно. Но при всей значимости Конституции она не решает в жизни общества все проблемы. Она определяет правила и нормы совместной жизни людей, а в конечном итоге решающим игроком в жизни общества является сам человек. Человеческий фактор. И чрезвычайно важно, мы, к великому сожалению, это забываем, роль человека в жизни общества. В этой связи я хотел бы привести здесь один пример, один факт, который сохранился в моей памяти, и думаю, что не бессмысленно для вас. Это было после освобождения Гагры в 1992 году. Владислав Григорьевич меня попросил подготовиться, поехать в Адлер, встретить одного человека. Будет транспорт, вместе вы придете в Пицунду, водитель знает, куда вас разместит, а в частном доме мы разместились, а этот гость оказался доктором, профессором, историком, послом СССР в Организации Объединенных Наций. И я с ними жил примерно около 10 дней. Владислав Григорьевич вот так, значит, взял мне общую тетрадь и ручку, потому что у меня ничего не было, я был беженец, у меня ничего не было. Он мне дал и говорит: ты записывай все то, что он тебе будет говорить. И мы вот жили дней 10, 1,5 недели, нас кормили, нас поили, мы гуляли и так далее, значит, а потом учебный процесс как бы начинался. И я писал, и полностью тетрадь это написал. А там есть такой момент. Вот вы Гагру освободили, а вдруг вы освободите и Восточную Абхазию. Тогда каков должен быть ваш первый шаг? Если вы Восточную Абхазию тоже освободите, вам придется создать свое государство. А что такое государство? Это прежде всего команда людей, которая знает, что такое государство, и которая знает, что такое общество, что такое управление и прочее, и так далее, и так далее. И вы, говорит, я понимаю, говорит, на Кавказе у вас свои обычаи, традиции, нормы, права и прочее, прочее. На Кавказе, говорит, все это есть, говорит, и у вас тоже это есть. Они важны и ценны, эти ваши традиции, вы их храните. Но эти традиции не для создания и для формирования государства. А государство формируется по другим канонам, признакам и принципам. По каким? Он мне говорит следующее. Решающую роль здесь играет чиновник, министр, президент, вице-президент или премьер-министр. Все вот эти государственные служащие, они играют ключевую роль в жизни общества. Вы должны в первую очередь определить, каким требованиям, по каким критериям вам предстоит отбирать таких людей в государство. Вы записываете в таком порядке, в каком порядке я вам буду диктовать. Я думал, что он первым он обозначит и скажет, что чиновник должен обладать профессиональными знаниями. Он этого не сказал. Первым он называет: для вас, для государства чрезвычайно важно его отношение к государству, к обществу. Это значит моральная, нравственная сторона личности, которую вы выдвигаете.
и поручаете такое дело, вот моральная сторона, и приводит пример. Я, говорит, историк, специалист, я историк. Я знаю хорошо, каким образом Чингисхану удавалось одерживать победы. Он ни одного сражения не проиграл. Все сражения он выигрывал. А как он это делал? Он сперва, говорит, у противника, пока оттуда не получит информацию, не сворует людей, так называемые языки, от них не получит информацию, он не вступал в сражение. Получив информацию, он вступал в сражение, и все сражения он выигрывал. Но когда он выигрывал, он свое войско выставлял на плац, поздравлял с победой, особо отличившихся награждал. Потом выводил вот этих языконосцев, выводил и говорит: мы с вами выиграли войну, но благодаря этим. А кто они такие? Они предатели. А предатели ожидают только одна судьба. Он там же отрезал их головы. Вот, значит, и говорит, чрезвычайно важно, это на самом деле момент для меня в жизни, это чрезвычайно важный момент. К великому сожалению, судьба этой тетради я не знаю, где она находится сейчас. Вернувшись, я передал Владиславу Григорьевичу. Значит, он мне как-то звонил и говорил: я, говорит, целую неделю по ночам не спал и читал то, что вы записали, а общая тетрадь полностью с первой страницы до последней страницы была расписана. Да. И обратите теперь внимание, мы эту ошибку стали повторять. Мы и сегодня повторяем. В государственные структуры попадают люди, которые... они не виноваты, эти люди. Не виноваты. Они просто не готовы. Своим интеллектом, своей личностью, своим опытом они не готовы. И это становится не только проблемой нашего общества, это выходит за пределами нашего общества тоже. Потому чрезвычайно важен роль человека в жизни общества, в жизни государства. Вот что я хотел бы вам это сказать, потому что я не только из присутствующих, а в том Верховном Совете, в том парламенте был самый старший по возрасту. Я заседание Верховного Совета по положению мне было поручено, я открывал. И я называл имя Владислава Григорьевича, чтобы он вел дальше заседание Верховного Совета. А потом Верховный Совет был преобразован уже и в парламент и так далее. Все это вы знаете. И я в данном случае не думайте, что я там против кого-то или за кого-то. Мы так воспитаны, так формировались, нам дорога судьба нашего общества. Не так-то все гладко было, когда мы принимали Конституцию. Была создана комиссия по подготовке Конституции. Были много споров, баталий было, чтобы наши коллеги не подумали, что мы молчаливо все принимали. Были разные мнения. Фактически мы последнее готовили вариант, который был представлен Владиславом Григорьевичем и Анриком Дзургенем. Ну, это, как вы знаете, есть три вида конституции. Это парламентская, президентская и полупрезидентская. Этот вариант был чисто президентский вид конституции. Ну, споры у нас возникали по одной причине, даже и баталии, по поводу полномочий. Мы хотели как-то сбалансировать ветви власти, пытались. Ну, кое-какие-то, сейчас я даже не помню, столько лет прошло, полномочия были взяты у президента и переданы парламенту. И другой еще момент, когда фактически
теория конституционного права и теория и практика не предусматривает, допустим, полномочия у президента, если объявление недоверия парламенту, и парламенту выставление недоверия президенту. Но мы пошли на такой-то компромисс и включили, и дали президенту право, и дали парламенту право от решения президента. Ну, это вот такие, то, что мы в конце подошли, потому что могли и не принять в таком виде, и дальше продолжать работу. Но время поджимало, такая политическая ситуация была, что мы должны были принять во всех случаях Конституцию. И потом депутаты собрались, именно которые комиссии по подготовке Конституции, и решили, что сейчас обострят и дальше и тянут это дело нецелесообразно и во вред нам будет. И вот в таком виде, который вы сейчас имеете, и была принята, уже согласились и приняли эту Конституцию. Ну, сейчас вот, я тоже слыхал, говорят, что надо упразднить, что-то изменить. Вы знаете, наша Конституция носит максимально декларативный характер. И она является жесткой Конституцией. Это специально было сделано, и все мы соглашались, потому что жесткая Конституция, есть мягкая и жесткая. Жесткую Конституцию ты так просто изменения не внесешь. Там преграды установлены в жесткой Конституции. Это мягкая Конституция может как простой закон вносить изменения, а в жесткую нет. И это было специально сделано, чтобы эту Конституцию по желанию кого-то, групповых интересах или личности какой-то, чтобы просто так, да, чтобы этого не происходило. Чтобы не происходило. Поэтому, знаете, вот сейчас, когда будете, или вопрос уже ставится, дополнение, изменения, я бы очень просил вас приглашать экспертов, специалистов, экспертов. Можно приглашать кого-то, не стыдно это. Понимаете, специалисты конституционного права – это человек, который студенческой скамьи посвятил теории и практике всей своей жизни. Это специалист называется. У нас есть, но я думаю, что не стыдно приглашать, консультироваться и не спешить с принятием таких решений. Теперь о чем вот говорят парламент, никаких полномочий. У парламента есть полномочия при желании, мои хорошие. Парламент пользуется, имеет контрольные функции. Любое исполнение принятого вашего закона вы имеете право контролировать. И мы это делали после буквально войны, мы проводили, создавали комиссии и проводили, проверяли МВД, генерального прокурора, кого угодно, и все правильно. У вас есть рычаг в руках. Не только имеют право, обязаны. Обязаны, да. И вот когда вы заработаете на этой почве, вот тогда вы посмотрите, как будет относиться к парламенту. Ну, надо, чтобы, по-моему, регламент, я сейчас не знаю, какой у вас, но если у вас даже, значит, вы можете создать группу, а эта группа может привлекать специалистов, независимых специалистов, и проводить проверку. Более того, я хочу высказать, потому что меня это беспокоит, чтобы вы знали. Вот эти события последние могли быть и не быть, если парламент принципиально, он мог потянуть, если даже такая обстановка, потянуть, пригласить, значит, именно проверку провести, заключение какое-то получить, потянуть до новых выборов, в крайнем случае. Да. Ну вот надо было комиссию собрать и сделать, и пускай работала. В другом случае, понимаете, как получается? И очень я вас прошу, дорогие мои, в будущем вот так надо осторожно, потому что где спотыкнемся, мы не знаем. Экономика у нас слабая, политическая власть слабая. И вот надо как-то укреплять и политическую власть, и через нее экономику. Люди хорошо хотят жить. Правильно? Вот здесь Олег Несторович сказал ему, говорит, надо сейчас всем думать не как народ хорошо жил, а как государство
было сильное, политически сильное государство. Потому что политически сильное государство и экономика даст возможность народу жить хорошо. Другого метода нет. А у нас проблемы не можем решать. Самая еще главная задача, и парламента, я думаю, это главное, объединить народ. Вот надо думать, как объединить. Может, и оппозиции подумать, и всем надо подумать. Может быть, выдвинуть такую кандидатуру, которая не в оппозиции, не во власти, привести такое лицо, подумайте. Потому что пока не объединим народ, у нас проблем, мы не уйдем от проблем. То, что касается наперед принятия Конституции нашей, я был членом кабинета, тогдашнего членом Совета Министров, председателем комитета. Естественно, напрямую я не принимал в этом участие, но постоянно мы все единой семьей работали. Уважаемые присутствующие здесь депутаты первого созыва, нашего золотого созыва поистине, и многие, которые не присутствуют, и, к сожалению, очень многих нету, я с благодарностью могу высказать, потому что они вот миссию, настоящую миссию нашего народа они выполнили. Это было вот сейчас говорят они, я сейчас вспоминаю, как будто это происходило вчера, они действительно верили и действительно очень много работали. Для них не было ни дня, ни ночи, даже до войны. Даже до войны. А после войны было, они еще плюс голодные были после войны. Да. И вот, конечно, без благодарности о них говорить не надо, их не надо забывать никогда. Но я сегодня бы вспомнил еще ряд людей, которые помогали нам. Многие из старших помнят, была создана международная организация непредставленных народов. Да. Был такой господин Майкл Ван Гог Ван Праг. Он часто к нам в войну приезжал, и один из вариантов нашей Конституции, вы помните, подготовленный в Тартусском университете ими, был тоже, Саградович, не ошибаюсь? Да. Один из. Просто... Казан. Да. Вот отец и сын Казанба из Америки тоже был свой вариант. Были варианты, конечно, Зурабачба, он очень серьезно с этим работал. Ну, я хочу тут же вспомнить и Тараса Мироновича Шамба, который очень много делал в этом плане. Теперь, конечно, не могу не сказать несколько слов об Анре Михайловиче Джергене. Практически Владислав Григорьевичем было ему поручено все это стыковать, в общем-то, заниматься всеми этими вопросами. Он скидался, будучи человеком очень конкретным, ну, кто Анре Михайловича знал, знает, он достаточно профессиональный юрист и с большой практикой, и очень грамотный человек, очень много сделал для того, чтобы эта нынешняя работающая Конституция наша была. Ну, я не об этом хочу, два слова хочу сказать. Мы с вами, живущие в этой стране, и молодежь, которая сидит здесь, сегодня они депутаты парламента, мы прожили эту Конституцию полностью. Вот Саград Радич, Валерий Ильич, вот я с 2002 года, кроме двух глав. Глава права человека, извините, мы его не прожили, и местное самоуправление, у нас огромный долг. Мы продекларировали, и ничего особенного в этом плане не сделано. То есть местное самоуправление, как был бедным родственником, таким бедным родственником и остается. Наперед, ну, в нашей Конституции реально существует очень много, ну, действительно, напсышил Гозер, Конституцию Авосхару. Авосхарш танца закой, нузер голодцу. Вы Абаси Шабалак, Халакисар Аладзу, Ахадара, Беженби, Шанизана. И вот, естественно, я еще хочу сказать, ну, когда создавали, у меня очень много раз мысли возникали, насколько наша ментальность абхазская, кавказская отражает наша Конституция.
В принципе, видимо, любому законодателю это должно быть всегда интересно. Ведь чем отличаются, вот многие помнят, в 2001 году, в втором году, когда парламент очередного созыва избрался, я просто сказал, берите российское законодательство, формулировки берите там. Но давайте в этом законодательстве, которое мы закон принимаем, есть ряд статей, которые касаются нас. Давайте в него вложим, вдохнем наш дух, то есть, как говорится, и по букве, и по духу, чтобы соответствовало. В нашей Конституции, к великому сожалению, ну, тогда был период, вот, господа, товарищи, друзья мои, сидящие здесь, старшие, они тоже думали очень глубоко и очень непросто это было. Я помню, даже любые документы ответственные, когда принимали, это как шла, ну, буквально, ну, не хочу сказать драку, но война шла все время. И вот это тоже хорошо, потому что в таком жарком споре всегда рождается что-то хорошее. Ну и родилась наша Конституция. Ну, в Конституции прежде всего, я как абхазец, как кавказец, у меня в сердце нет царя. Не было, нет. И никогда не было. А мы пытались сделать такие, очень много полномочий президента, мы царя из него хотели делать. И нынешние какие-то предложения по реформированию этой Конституции, я очень боюсь, чтобы эти полномочия и еще не превысили. Потому что многие вещи, о чем вы совершенно справедливо говорили, Валерий Тебович, у парламента есть рычаги, да, у парламента есть очень много рычагов. Проверить, конечно, контролировать свои законы. Но реально не получается. Я 10 лет после, вот с Валерием Ермеевичем мы проработали, но эти рычаги невозможно использовать. Есть рычаги контроль правительства. Вот, допустим, бюджет. Ни разу не удавалось нам через бюджет проконтролировать правительство. Почему происходит? Вы понимаете, у нас в стране, к великому сожалению, еще не сложилась культура, когда закон является главенствующей. К сожалению. Ну, давайте правду будем говорить. И вот вы не приняли очередной раз бюджет в свое время. Было время, я помню, мы итоги исполнения бюджета не принимали. И последствия какие? Никаких последствий. Это просто написано, просто не приняли. Просто мы, депутаты, в свое время амбиции свои проявили, а правительство не прописано, не существует, и ничего не сделаешь. По такому должны головы летать, по-другому не получается, но они не летят. Ну вот, к сожалению, вот это все существует. Потом в нашей Конституции есть мелкие вещи, как бы для неспециалиста и для того, кто не прожил, не прочувствует. Вот, допустим, вы, парламент, принимаете закон. Закон становится законом после подписания президентом, после опубликования. Опубликовать имеет право только президент. Нюанс маленький. А в жизни что возникало? У нас возникали случаи, когда парламентские документы не принимали в администрации президента. Мы создавали какие-то комиссии под общий отдел, подкладывали акты, составляли целое дело, что наши документы пошли. Были моменты, когда мы преодолевали вето президента. Мы в сложное время вот прошли, президент, к сожалению, больной был достаточно серьезно, и нам приходилось, в общем-то, бороться с некими ветряными мельницами, которые... Да. И вот мы преодолели вето президента. Президент в определенный срок не подписал документ, но закон должен становиться законом в любом случае. Но его не опубликовали, он не вступит в силу. Ну, в нашей Конституции есть вот такие, ну, на сей взгляд, ну, кто же подумает, что президент не подчинится Конституции? Да? Прямое. Ну, если судить... Фактов много. Да, много таких вещей. Но вот всего этого, чтобы не возникало,
действительно с нашей Конституцией надо сесть и буквально каждую строку, каждую статью, каждую там, не знаю, пункт надо еще раз прожить. Вернее, мы вот многие из нас прожили все это, но еще раз это все просмотреть, еще раз проконтролировать. То есть какие-то вообще, мы говорим, допустим, о перераспределении функций президента и парламента, но есть еще другие нюансы внутри, которые нам просто преодолевать надо. В свое время мы, мою бытность в парламенте, вот с Владимиром Ермевичем, мы изменения внесли в Конституцию, в последнюю главу. Наша Конституция не была закрыта, то есть можно было все, что угодно. Но сейчас этот механизм существует. Потому что действительно, вот здесь до меня говорили, в Конституцию вмешиваться как попало и быстро вот невозможно, нельзя, это преступно. В свое время мы приглашали специалистов с Московского государственного университета, с соответствующего юридического аппарата различных ведомств, в том числе и с Государственной Думой. И нам что, однажды одна дама, доктор наук, профессор, вы ее отца хорошо все знаете, Лукьянова, она специалист по конституционному праву, она сказала: ребята, говорит, это выбросьте, напишите новую. Ну, просто мы не стали просто с ней больше общаться, потому что то, что мы имеем, то, что у нас сегодня что существует, это зиждется на той Конституции, которая у нас есть. Как попало, не можем к этому относиться. И вот таких советников или советчиков мы не должны слушать. Мы нормальных людей давайте будем приглашать. Действительно, вот здесь и сидящие, и депутаты, и сегодняшние специалисты, юристы, в том числе очень много толковых молодых юристов, вообще люди, которые владеют правом, но все-таки надо всегда какие-то вот такие вопросы, когда вы начинаете, вы не стесняйтесь советоваться со специалистами, и в том числе, чтобы специалисты немножко приземлять. Ну, нас немного осталось, но с нами тоже можно и советоваться, да? Я одна из тех избирателей вот этого золотого парламента, когда такое было противостояние с грузинами. Это начиналось еще и до войны, когда у экранов мы сидели, и вот это Муамбе все время проходило. И вот мы слушали все это на грузинском языке, они говорили, мы половину не понимали, но каждое слово, которое они говорили Абхазии, мы понимали, это против нас. Но тут же мы, конечно, слушали и представителя Айндгалера, который огромную роль сыграл в нашем национальном движении, нашем национальном самосознании. Совершенно верно. И каждое слово вот тогдашних лидеров, конечно, это давало нам такую силу огромную, что у нас есть потенциал. Конституция – это наш паспорт, паспорт государства, фактически. И поэтому он всегда должен быть таким сбалансированным, как вы здесь сказали, и крепким, устойчивым. И действительно, не потому что это наша Конституция самая лучшая, но всегда ее бесконечно ее раскраивать тоже, конечно, неверно. Но что хочу сказать, что в Общественной палате это такое счастье у нас, что членом Общественной палаты является Сократ Рачевич Джинджал, мозг Общественной палаты. В нашу палату входил, царство ему небесное, светлая память, Альберт Гаспарович Тополян. Общественную палату возглавляла Нателла Нурьевна Акаба. Ну, это, знаете, как придает вот такую вот мощь и силу работать в Общественной палате. И нам приятно, что сейчас и молодая такая поросль пошла и в Общественной палате, вот, которая буквально вот и сейчас, может быть, вот этот кризис, который у нас постоянно происходит, палата не раз
стабилизировала эту ситуацию во главе с Аркадом Рачевичем, еще раз говорю, и членами общественной палаты, которые буквально ночевали, может быть, там, потому что боялись, чтобы в обществе не было вот этого политического противостояния. И вот было подготовлено вот соглашение, как раз, которые не подписали тогда ни тогдашняя власть, ни оппозиция. Возможно, если бы вот такие вот соглашения, которые не переступают такие красные линии в нашем обществе, которые очень чувствительны эмоционально, может быть, меньше были бы таких вот каких-то, ну, может быть, сильных. Слава Богу, мы всегда, опять же, выходим без жертв, слава Богу, и я думаю, что это станет, и надеюсь на это, что это станет вообще уроком для всех нас, что вот так трясти нашу страну, наш народ, это не тот путь, и это не прописано ни в нашей Конституции, это не прописано ни в наших законах. И я думаю, и даже это не в ментальности абхазского народа. Я, насколько знаю, все бывшие президенты по закону могут, Лашон Григорьевич, поправить, если я что-то ошибусь, они имеют там какой-то совещательный орган, там где-то прописано, что они могут консультировать действующего президента. Ну, там какой-то есть такой момент. Я вот что хотел бы, в принципе, вот с этим связано, Лашону Григорьевичу тоже предложить. Может быть, какой-то консультативный, такой, он не обязывающий ничем, но такой, как бы, рекомендательный характер, который носит, например, наших бывших бывших спикеров сделать как помощниками или как консультативный какой-то орган. Хотите, не хотите, эти люди с огромным жизненным и политическим и правовыми, как говорится, огромным опытом. Наверное, это за основу, может, не надо брать, но когда несколько человек нам могут какие-то вещи подсказать, у кого головы такие чуть-чуть, горячие или там спешат чуть-чуть иногда, может, вообще эта идея была бы неплохая, Лашон Григорьевич. То есть это такое на общественных началах, да. Я думаю, ни один из наших бывших спикеров в этом себя не оградит. Он всегда, я думаю, найдет время, чтобы в трудные, сложные моменты, когда есть спорные такие моменты, прийти и там со спикером пообщаться, или там с руководителями комитетов проконсультироваться. Это была бы хорошая практика, Лашон Григорьевич. Я вот это хотел сказать. وانزت بيختس كوجدرويد وبريء بشرج أيعير كونستитуция أذكر يدوكر جوب سكونال إزبان أقزر حنكر أنخا أبستازارج جيرج конституция نكودار زيرشوب يجدرويد سرا ساس юристом вы сейчас под фасадагум وبري نفس بري парламент, шарок парламент, ехапия депутатша ествиква спазивша, бра ажалагала кан Валерий Пеев, зара савшахату псара, янак залак где айз царабжио попышазмова, царабхашара мрхота апсуа, уяда дебри эксперт Шаргана Хала сосконала при Хампаду Ростова до Чаджера эксперт Шарзахана Жранд Нузалури Пихон Аха Сара и Шабжис Герстахупа би эксперт Шаргана Хала Хахаюнецка Апснику Димачудзев Яхаб Академия система Чихамов экономики Зинер институт на Пакичелюджи Дебра Саргер Халай топ у брака чараши гирзхавет нас те специалист шебзе коусрует нас юбер тирдирует апсна янаалаша
Аԥсны итәым агәаанагарақәа зҳәаз еиԥш убригьы иазхәыцзар бзиоуп. Иара усгьы академиатә институтқәа рҿы даара потенциал бзиа иҟоуп. Даҽакгьы ацҵара сҭахуп абри аконституциа аԥсышәала рцәажәараҿы, аԥсышәала аиҭагараҿы Валерий Еремеи-иԥа уаҩытәы бзианы идыруеит абри Аԥсны Аԥсныҭҵаарадыррақәа ракадемиа аԥхьатәи апрезидент Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа Арсҭаа сара ибзианы исгәалашәоит убри аиҭагара данаҿыз, заҟа дазхәыцны, заҟа аџьабаа ҭбаланы. Иҟынтәи аконституциа адкылараҿы, аконституциа аԥсышәала рцәажәараҿы академиа лагалагьы мачымкәа иҟоуп. Уби сҳәар сҭахуп, уби инадҳәаланы ҽакгьы сҳәот, шәгәы иалшәмырсын. Аԥсуа бызшәа азыҳәа азакәан здызкылаз апарламент ауп. Аԥсуа парламент ауп. Сара иахьатәи аныҳәа шәыдсныҳәалоит, иахьа аныҳәа дуӡӡоуп. Сыхгьы ацныҳәалоит, шәаргьы шәхаҵкысҵеит, ҳауаажәлар абри зегьы раԥхьа игыланы апарламент алахәылацәа, адепутатцәа. Аха са сшәазҵаар сҭахуп. Абри аԥсшәа азыҳәан иҳадаҳкылаз, апарламент иаднакылаз азакәан иазаҳҭахи. Сара иахьатәи аҳамҭала исыздырам ишԥаҟаҳҵари, апарламент ахаҭа аԥсышәала ҳәап адныҳәалара аԥсышәала иҳамҳәар, даҽакы шәгәы иалымсын еиҭахгьы исҳәот. Сара ҳаҷкәынцәа шәоуп, даараӡа дшәықәгәыӷуеит, ҳаӡӷабцәа шәоуп. Аха аԥсышәала абыржәы ҳәап президент администрациаҿы ҳамцәажәар, егьи кабинет аминистрцәа реилазаараҿ ҳамцәажәар, апарламентаҿ ҳамцәажәар, нас абри аҿарацәа, абри Геннади Ламиа имоҭацәа реиԥш иҟоу ауаа изҿыԥшран иҟои, ашкол хәыҷқәа идҳарбои. Сара сшәырҟәышуеит ҳәа сцәажәаӡом, ара сара иахьӡузеи сабацәа ирықәло, аиҳабацәа ирықәло тәоуп ара, аиҳабацәа дуқәа тәоуп, аџьабаа ду збахьоу, ҳаҷкәынцәа зҭахоз ҳҳәынҭқарра еиқәхап, ҳбызшәа еиқәхап, абарҭ ауп иаҭасҳәахуеит, шәеижәдыруеит. Убри аганахьала Абинугзар Нури-иԥа даныҟаз апарламент еиҳабыс иааҟәымҵӡакәа убриҿырԥштәыс иааҳгот, усҟан аԥсшәа рҳәон. Убри заҭагылазаашьа ҟалеит, убри азхәыцтәуп, материалла ацхыраара шәҭаххозар академиаҟынтәи ацхыраара шәаҳҭот. Издаара сара гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит иахьатәи амш. 30 лет прошло со дня принятия нашей Конституции. Здесь находятся отцы-основатели нашей Конституции. Я слушала сейчас выступления всех, и, как мне показалось, наверное, это так, красной нитью проходит через все выступления такая вещь, что Конституция у нас хорошая, законы у нас хорошие, просто надо их исполнять. Я так поняла выступления многих. И действительно, я считаю, что так и должно быть. Ни один, слово чиновник не люблю, но ни одно должностное лицо, ни один сотрудник не должен даже думать, что вот здесь можно обойти чуть-чуть, а вот там можно не так, можно так, потому что вот там обошли, здесь обошли, это потом может вылиться в большие социальные конфликты, вот что мы и наблюдаем. Я хочу, вот здесь тоже много говорилось, и вообще сейчас в обществе говорят, и письма коллективные, я видела, что необходимо проводить реформу Конституции. Ну, наверное, нужно, потому что любой закон, он должен дополняться, потому что это общественное развитие вперед идет и так далее. Но мое мнение такое, возможно, я ошибаюсь, что вот в таких условиях спешно проводить какие-то изменения, я считаю, это преждевременно, потому что законы пишут юристы. Юристы – это люди в обществе, немножечко ситуация такая, как охарактеризовать, немножко нервозность существует, а такие законы, как Конституция и так далее, их надо писать
в спокойной обстановке. Вот когда все успокоится, все наладится, я думаю, что тогда можно, это мое мнение, приступать к реформе, тем более говорят о реформе Конституции. Мне кажется, что сегодня реформировать вот в спешном порядке Конституцию пока преждевременно. А дальше и обратить особое внимание на состав, потому что юристы, мы знаем, есть узкая специализация, вот, и должны в этой комиссии участвовать именно узкой специализации юристы. И поэтому, да, это дело будущего. Законы пишутся, потом законы пишутся для общества, мы все знаем. Общественные отношения развиваются дальше. Хотим мы или не хотим, мы идем вперед, жизнь идет вперед. И законы, конечно, должны поспевать за общественной жизнью, и даже они должны немножечко... Сегодня Сократа Арачевича, по-моему, я услышала, я говорю, удивляюсь, что мы это заложили законы, и они должны опережать общественное развитие, так говорит теория права, должны опережать, потому что когда общество придет к этим отношениям, чтобы уже готовые нормы были. Вчера на площадках мероприятий, которые мы совместно организовывали с Конституционным судом и Абхазским государственным университетом, было очень приятно. Звучало из уст приезжих специалистов, наших гостей, несколько раз подчеркивалось, что отдельные формулы, которые содержатся в редакции действующей Конституции, до сих пор опережают и выглядят весьма и весьма достойно. И с этой точки зрения я бы, наверное, разделила сейчас точку зрения коллег, высказанных и справа, и слева, относительно того, что подходить к вопросу о реформировании основного закона надо чрезвычайно аккуратно, во всяком случае не в таких ситуациях турбулентности и когда общество сильно напряжено, в таком состоянии точно не надо. Я бы хотела сказать, что огромное спасибо Зурабу Джотовичу, что он представил наш институт как структуру, которая могла бы выполнить экспертные запросы, которые просто... Я думаю, что это может быть даже не одна площадка, а несколько площадок, которые объединяют специалистов, ученых, прорабатывать любые новации, которые ожидают. Потому что есть такая характеристика, что абхазское общество традиционное общество. Значит, на традиции тяжелее ложатся новации. Это общий методологический подход. Следовательно, может быть, абхазское общество не столь большое, как другие страны, но здесь есть вот эта сложность, которую всегда надо принимать в учет и создавать несколько этажей обсуждений, апробации разных идей. Говоря об исторической составляющей, мне бы очень хотелось тоже внести лепту, хоть очень такую значительную, знаете, связанную с именем первого президента, весьма почитаемого и уважаемого, потому что, наверное, у каждого была какая-то своя история общения. И, к счастью, у меня и в нашей семье, в принципе, она тоже была. И в 96-97 году мы в команде, созданной при президенте, прорабатывали концепцию развития Республики Абхазия, которая в дальнейшем, к сожалению, Владислав Григорьевич не успел, он уже болел, но мы потом все равно достроили эту программу и издали к десятилетию Победы в 2003 году. И это небольшая брошюрка, за которой стоит колоссальный труд команды людей, представителей разных профессий, я хочу подчеркнуть, которые представляли на тот момент интеллектуальный капитал и ресурс Абхазии, вошли в эту команду, и эта книжка называлась «Абхазия в третьем тысячелетии. Вхождение в мир в новом качестве». Мы учитывали в этой работе, старались учесть все вызовы и угрозы, которые стояли. Эта методология сейчас очень активно используется во многих странах, но мы уже тогда использовали эту методологию и, проанализировав исторические, геополитические, культурные вызовы, в частности, сформулировали идею о том, что Абхазия могла бы в этот период войти в мир как арена деятельности, подчеркиваю, мирных мировых институтов. Даже большие страны
и значительно более сильные народы в качественном составе сегодня осмысляют себя в том плане, что государственность это сложно дается. И я недавно видела в одном из интервью, глава Армении вдруг заявил, что, спасибо, что кто-то уже использовал этот термин здесь, что, в общем-то, государственность тяжело ложится ментально на армянское мышление. Вот перефразирую. Вы знаете, я очень была поражена этой фразой, но это боль, на самом-то деле, и боль, которая выражена после того, когда человек прожил, попробовал управлять. И я думаю, что эти прецеденты должны как бы призвать нас к тому, чтобы еще более взвешенно и очень серьезно относиться к проблемам, с которыми сталкивается Республика Абхазия сегодня. Хочу сказать, что возможен, не меняя, это не значит, что не меняя Конституцию, нужен концептуальный подход ко всем проблемам. Мы сказали, что, допустим, идеология, старый термин советский, его до сих пор не очень жалуют, но нам что-то нужно, картина, которая бы на консенсусной основе объединяла разные группы населения. Все общество. Без этого государственность не состоится, его очень легко утерять. Значит, с этой точки зрения также еще мы должны обратить внимание, что рыночная экономика, которая закреплена в Конституции и привнесена не от собственных корней, а привнесена эпохой, она должна пройти, как и все остальные институты, которые понятия, содержащиеся в Конституции Республики Абхазия, они должны приземлиться на свою почву. Это большой интеллектуальный духовный труд, чтобы соединить и культурное ядро абхазское, и Апсур, и все эти элементы политические, экономические. Рыночная экономика – это очень жесткая вещь. Она может взорвать и более сильные государства. Это система отношений экономических, которая построена на жесткой конкуренции. У нас нет концепции относительно того, какова же формула сочетания публичных и частных интересов. И как государственность могла бы их урезонивать и сбалансировать. Государство для этого и нужно в обществе, чтобы выполняло роль арбитра, вот, когда какие-то силы начинают чересчур увлекаться своими интересами. Тогда надо вспоминать, конечно, об общих интересах, индивидуальное и коллективное, как это все должно сочетаться. И это все может разрешаться именно посредством таких формул. Ну, в частности, Россия это делает. Сейчас есть закон, который, кстати, почему-то на политическом, культурном пространстве Абхазии я не слышу ссылок на этот закон, указ президента о защите духовных традиционных ценностей, подчеркиваю, российского общества. Неслыханная возможность сегодня удовлетворить запрос абхазского общества на сохранение, на культурную идентичность, на то, чтобы выразить свои культурные ценности на языке политическом, экономическом и так далее. Но это легко не может состояться, я вовсе не хочу этого сказать. За этим должен действительно стоять большой интеллектуальный труд и стремление разных слоев в обществе достичь консенсуса во имя дальнейшего развития и процветания. Большая честь соприкоснуться с нашей историей, историей становления нашего государства, благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий. Большое вам спасибо, что нашли время и уделили его нам. Отмечая 30-летие нашей Конституции, необходимо подчеркнуть и еще раз обозначить, что сразу после первой главы документов, в которой утверждается, что основы конституционного строя Абхазии, следует вторая глава «Права и свободы человека и гражданина». Права и свободы человека и гражданина являются основой политики цивилизованного государства. В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, в котором также было закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина. Законом уполномоченным по правам человека, учредивший независимый от исполнительной власти Государственный правозащитный институт, был принят парламентом 24 февраля 2016 года. Следует отметить, что хотя независимый институт был создан только в 2016 году,
Правозащитные государственные структуры функционировали при президенте Республики Абхазия на протяжении 2 десятилетий. На практике деятельность организации сводилась к информированию исполнительной власти о состоянии прав человека в Абхазии. Вы знаете, уважаемые коллеги, силовые структуры, да и в принципе государство в целом существуют ради обеспечения безопасного существования и развития общества. Отражением такого существования и развития являются национальная наука, образование и культура. В дискуссии о важности работы государственных институтов каждая профессиональная комьюнити, естественно, будет отстаивать свою безусловную важность. Одна из основных задач Конституции как раз и заключается в гармонизации функционирования и взаимодействия госинститутов ради сохранения и развития общества в цивилизованном ключе, ради сохранения и развития культуры нашего народа во всем ее многообразии. Всегда во всех государственных структурах существует соблазн применения баланса в соответствии как с личными, так и корпоративными интересами. Задача омбудсмена, как независимого института, включенного в работу государственной системы, четко обозначать такие опасности, когда речь об угрозе правам и свободам человека и гражданина, защищать которыми и призвано государство. Вместе с тем, исходя из международной практики, омбудсмены отходят от сугубо алармистских позиций и напрямую участвуют в разрешении вопросов в соответствии с целями и задачами своих институтов. В этом мне видится и роль института омбудсмена в Абхазии, задача которого не должна сводиться исключительно громким информационным выпадом в адрес госструктур. Сотрудничество и работа над ошибками системы, выявление причин сбоев и решение проблем каждого конкретного человека, вынужденного обратиться к нам за помощью, путем таких решений и недопущения повторения подобных ситуаций впредь, в этом я вижу основную роль института уполномоченного по правам человека в Абхазии. Много раз сегодня поднималась тема, и она давно уже обсуждается в нашем обществе, и как подсказали непосредственные участники принятия первой Конституции нашей, о том, что действительно необходимо проводить реформы, но это такая аккуратная вещь, к которой нужно подходить с тщательной скрупулезностью, под давлением, которое сегодня оказывают на депутатов парламента, о срочной необходимости, такие вещи, наверное, принимать не стоит. Хотя, еще раз, время идет, и мы должны соответствовать этому времени. И еще раз хочу нас всех поздравить с таким знаменательным событием и пожелать нам всем мира и процветания. Большое спасибо. Не хватит ни 2, ни 3, ни часов, ни одного дня, чтобы обсудить все вещи, которые нас интересуют и которые нам очень интересно услышать с тем, чтобы мы могли их применять в настоящем времени. Конечно, Конституция Республики Абхазия, принятая в 1994 году, это вот, как сказал Олег Несторович, была вторая победа, да, которая ведет нас до сегодняшнего дня. Мы очень активно пользуемся, она работает. И сегодня многие вещи, многие вопросы, которые снимаются, они сняты благодаря этой Конституции. Вы знаете события, которые происходили на прошлой неделе, происходили несколько раз подряд, и нам все-таки удавалось возвращаться на конституционное поле. Я считаю, что это чрезвычайно важно, это соответствует, значит, правильной абхазской традиции, это соответствует традициям общественного договора. Но, к сожалению, в, значит, широком смысле и в, значит, длительном действии у нас этого общественного договора на сегодняшний день не получается. Да? И согласие чрезвычайно важно для абхазского общества. И я думаю, что и сегодняшняя встреча, и ряд других встреч, которые пройдут, они должны способствовать согласию в нашем обществе. Что касается изменений в Конституции, я тоже, значит, считаю, что наскоком такие вещи не принимаются совершенно. С другой стороны, значит, запрос в обществе и реалии сегодняшнего дня требуют от нас того, чтобы мы уже подошли к этому вопросу. Связано это прежде всего с тем, что на тот период времени нужна была такая Конституция и нужен был сильный президент. Не буду говорить о всех перипетиях, значит, переговоров ваших внутренних рабочих процессов в тот период, откуда взялась должность премьер-министра и так далее. С другой стороны, есть риск, что мы республику сделаем суперпрезидентской, да, что не сулит ничего хорошего. Почему именно в этот период стали выступать с инициативой, значит, изменения в Конституции? Потому что, наверное, ни для кого это не секрет, никто из представителей любой действующей власти и никто из представителей той группы людей, которые собираются возглавить республику, они, как правило, уже придя к власти, не хотят этих изменений, к великому сожалению. Да.
Это так. С другой стороны, тут нужно очень аккуратно подходить к этому процессу. Если мы говорим о перераспределении полномочий, возможно, там, говорить о части перераспределения, связанном с утверждением министров, чтобы было прямое влияние на правительство и так далее. В любом случае, это вопрос экспертов и вопрос длительных обсуждений, консультаций, которыми, наверное, мы уже начнем вплотную заниматься и с большей степенью вероятности вас будем приглашать. Со своей стороны, хотели бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы лично внесли в будущее современной Абхазии, в становление нашей страны, в ее существование вообще, да, и поблагодарить за ту базу и основу, которую вы всем нам дали. И отдельная благодарность за то, что и сегодня вы являетесь участниками этих общественных и политических отношений и оказываете влияние на многие политические процессы в республике. Спасибо вам за это. Еще раз вас поздравляю с этим праздником, поздравляю всех нас с 30-летием принятия Конституции. И дай Бог благополучия всем нам и нашему народу. От всей души. В завершении круглого стола спикер парламента Лаша Гашеба вручил благодарственные грамоты депутатам первого созыва парламента Абхазии. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.